Здравствуйте! В эфире новости на телеканале АТВ. Главные новости дня. Польская делегация в Гладень. Пресечена попытка контрабанды на таможне Скулень. 3-летняя девочка скончалась. Вперед на отдых! Польская делегация посетила район Гладень. Гостями были представители местных органов публичной власти из района Пётрковский, который является благоприятным для инвестиций. О целях визита смотрите в нашем сюжете. Район Гладень посетила польская делегация. Цель визита – заключить соглашение о побратимстве с несколькими селами. Гостями были представители местных органов публичной власти из района Пётрковский. Мы ожидаем, во-первых, контакты между людьми, между администрациями, между экономическими агентами, чтобы чем больше между нами будут такие встречи, такие, тем лучше произойдет те перемены, которые ждем мы в нашем обществе. Потому что Польша прошла этот путь, и по всем показателям она доказала, что из всех стран бывшего социалистического лагеря она наиболее успешно преодолела этот барьер перехода от одного вида конструкции общества к другой. И мы постараемся на польском опыте, на опыте наших коллег с Румынии, на опыте наших коллег с Латвии, с которыми тоже мы имеем такие договора, побыстрее решать те социально-экономические проблемы, которые есть и в нашем регионе, в нашем районе, в нашей стране. Петруковский район находится в самом центре Польши, на пересечении главных польских коммуникационных артерий. Регион является идеальным для инвестиций. Этот факт уже неоднократно был подтвержден привлечением таких инвесторов, как Ikea и Auchan. Сегодня наступило такое время, когда мы можем сотрудничать непосредственно друг с другом, не обращаясь к тем большим политикам, к той большой политике, которая существует в современном мире. Любое государство тогда сильное, когда ее строит весь народ и укрепляет весь народ. Гарантом такой сильной, крепкой страны является именно местное самоуправление. Kiedy buduje ją naród od podstaw. Для меня очень важно, что сегодня то, что произошло в Польше, тот темп развития, темп становления общества, что перенести это в Молдову, в нашу страну. И друзья, которые со мной сегодня приехали, они готовы поделиться опытом, так само и я. Мы готовы помочь. И я верю в то, что наша страна может так само процветать, как сегодня процветает Польша. Потому что Польша, мне кажется, это единственная страна с лагеря советского, которая сделала настолько такой огромный шаг в развитии, в становлении общества. И желаю всем нам то же самое в Молдове, каждому из нас, каждой вашей семье, каждой нашей семье такого развития и становления. Петруковский регион привлекателен не только с экономической точки зрения, но и с туристической. Динамичное развитие агротуризма, прекрасные леса Сулежовского парка, долина реки Пилица и Цешановскими озерами создают идеальные условия для приятного времяпрепровождения и занятия водными видами спорта. Пейзаж, красота, увлекательная история, многочисленные памятники из района Петруковский привели к становлению региона настоящим пунктом привлечения туристов для замечательных каникул. Сотрудники таможни Скулень обнаружили попытку перевоза через границу более 13 тысяч пакетов сигарет с акцизными марками Республики Молдова. Табачная продукция предназначалась для продажи на рынках Европейского Союза, за которую полагалась значительная сумма. Подробнее об этом в нашем сюжете.
Более 13 тысяч пакетов с сигаретами с акцизными марками Республики Молдова не пропустили через молдавскую границу сотрудники таможни Скулень. Контрабанда была спрятана в полу полуприцепов 2 грузовиков, принадлежащих транспортной компании «Муниципия Белц». Табачная продукция предназначалась для продажи на рынках Европейского Союза. За нее предполагалось выручить более 50 тысяч евро. Согласно процедуре, товар был изъят и было открыто 2 уголовных дела. В случае признания вины причастным к контрабанде лицам грозит штраф в размере от 150 до 300 коммерческих единиц, неоплачиваемый труд в пользу общества от 180 до 240 часов или 2 года тюремного заключения. Премьер-министр Франции Мануэль Вальс готовится совершить визит в Молдову. Об этом сообщил в Кишиневе секретарь Франции по европейским вопросам Арлем Дезир. Накануне он встретился с президентом Николаем Тимофти и министром иностранных дел Румынии Лазаром Команеску. Стороны обсуждали усилия молдавского правительства, направленные на преодоление кризиса. Николай Тимофти отметил важность поддержки со стороны Румынии и Франции для евроинтеграции нашей страны. Республика Молдова может начать экспорт курятины на рынке Европейского Союза в 2017 году, после выполнения рекомендаций ЕС, которые касаются инфраструктуры национальной сертификации и производственных процессов. Об этом заявил в четверг министр экономики Октавиан Калмык в ходе визита на птицеводческое предприятие «Флорень». Молдова имеет режим свободной торговли с ЕС, однако до сих пор не поставляла туда мясо, в том числе птицы, из-за его несоответствия европейским стандартам. За 3 года расходы родителей на образование детей выросли на 58%. По данным исследования, проведенного Институтом публичных политик совместно с Центром КБС АКСа, за год родители тратят на образование учащихся около 7 тысяч леев. Почти к 5,5 годам лишения свободы приговорили бывшую сотрудницу Дрокиевского филиала одного из комбанков. По данным прокуратуры, она незаконно изъяла в свою пользу с 70 депонентских счетов более 2 миллионов леев. Данные о снятии и переводе денег осужденная уничтожила из базы данных банка. Преступление она совершила в период с 2010 по 2015 год. Приговор может быть обжалован. В связи с установлением жаркого периода и в целях недопущения случаев утопления населения и гостей Гагаузии в водоемах, Управление чрезвычайных ситуаций АТО Гагаузия убедительно просит соблюдать правила поведения на воде, не купаться в состоянии алкогольного опьянения в незаконных местах и особое внимание во время отдыха на водоемах уделять детям. На теннисных кортах Кишиневской спортивной школы тенниса на протяжении недели проходили игры чемпионата Молдовы по теннису 2016. Чемпионат Молдовы по теннису – один из самых престижных турниров, проводимых Федерацией тенниса Республики Молдова. Всего 230 спортсменов стали участниками чемпионата и боролись за победу в своих возрастных категориях. Авдарминским теннисистам удалось занять рекордное число медалей и кубков чемпионата. Из 19 участников 8 спортсменов поднялись на пьедестал победителей и призеров. Трехлетнюю девочку в тяжелом состоянии привезли в больницу. Ребенок упал с чердака дома. По словам других детей, ранее девочка упала в погребе со ступенек, но мать в больницу не обращалась. Подробнее о произошедшем смотрите в нашем сюжете. Врачи боролись за жизнь 3-летней девочки, которую в воскресенье вечером привезли в тяжелом состоянии в больницу, но так и не смогли спасти. Пока терапия эффектуата, фароэффекты. К сожалению, терапия оказалась неэффективной, и ребенок умер. Ее тело находится в патоморфологическом отделении. В подобных случаях обязательно проводится вскрытие, а затем похороны. Если нет родных или близких, этим занимается примария населенного пункта. Это у меня форст, не сав. Тамара Катано из села Кирка-Ешц района Каушень, которая присматривала за девочкой, рассказывает, что в конце апреля к ней приехала знакомая и попросила поухаживать за ее ребенком. По словам женщины, у которой еще 5 несовершеннолетних детей, в воскресенье утром она пошла в церковь, оставив всех детей дома, а когда вернулась, нашла 3-летнюю девочку под лестницей почти бездыханной.
Она не раз туда залезала, так же, как и мои дети. Я им говорила не делать этого, но они не понимали и хотели играть на чердаке. Я нашла ее головой вниз на боку, и лестница упиралась ей в животик. Крови не было, но она посинела очень. Первым ребенка обнаружил мальчик, который говорит, что малышка упала с лестницы. Я шел кормить собаку, увидел ее здесь и сразу позвал маму. Как она лежала? На боку, руки были внизу и на животике. По словам детей, несколько дней назад 3-летняя девочка упала в погребе со ступенек и повредила нижнюю челюсть. Однако мама не отвезла ее в больницу. Она играла, затем пошла в погреб и упала со ступенек в самый низ, на последнюю ступеньку. Мама сделала ей массаж. Тамара Катаной признает, что девочку иногда били. Дети все время и завидовали, и били. И я не отрицаю, что делала то же самое. Я и своих детей могу ударить веткой, например. Теперь, беременная 6-м ребенком, женщина раскаивается в случившемся и говорит, что берет на себя всю вину. Это моя вина, я ведь ее взяла. Всегда оставляла ее дома и не ухаживала за ней. О женщине, на попечительство которой была оставлена малышка, односельчане отзываются не очень положительно. Как говорят соседи, им неоднократно приходилось спасать от бед детей, оставленных без присмотра. Она как змея, которая в любом случае вывернется. Если бы девочка сама упала с чердака, ударила бы голову, руку, а так она была вся избита. Уверена, что это она ее убила. Хотела отдать ее в наш детский сад, но начальство не приняло. Сказали принести документы. Мне очень жаль эту девочку, но я хотела бы посмотреть, что за родители оставили ей ребенка. Однажды ее мальчик упал в колодец, и пожар был в доме. Мать девочки в возрасте 26 лет из села Баймаклия была вызвана полицией. На днях она должна приехать, чтобы похоронить своего ребенка. Тяжелые учебные дни позади, и настала жаркая пора, когда можно задуматься и над тем, как можно отдохнуть. Самым популярным местом для отдыха среди учеников – это летние детские лагеря. Ребята из Тараклийского района лагеря «Чайка» рассказали, где можно провести время летом. Подробнее об этом в нашем сюжете. Сумки, чемоданы с необходимыми вещами. Прихватив с собой веселое настроение, ребята из Тараклийского района готовы идти навстречу летнему отдыху, играм на свежем воздухе, новым друзьям. Лагерь «Чайка» сегодня примет первую смену детей. Среди сотни ребятишек, которые откроют летний сезон в лагере, много тех, кто поедет туда впервые. Но и те, кто уже бывал там не раз, решили повторить свой опыт. Я 2-й раз еду. Мне очень понравилось. Я хочу еще раз. Хочу познакомиться еще с другими детьми, познакомиться, повеселиться, отдохнуть и напомнить, как бы не забыть, это останется на память все. Я решила туда поехать, потому что мне там будет весело. Откуда ты знаешь, если ты первый раз едешь, что тебе будет там весело? Знаю, потому что мне рассказывали, учителя рассказывали. Хорошо, а чем ты хочешь там заниматься? Вот что ты ждешь от этого отдыха? Я хочу играть и веселиться. Жду, что когда приеду домой, будет хорошее настроение. Мне понравилось, там много детей, интересных развлечений, и знакомишься, больше общаешься. Вот. Что ты ждешь от отдыха в этом году? Хорошее настроение и впечатление на все лето. Я 1-й раз еду. Я решила сюда поехать. Думаю, тут интересно будет очень. Забавно. А ты что-то слышал о лагере «Чайка»? Нет, я ничего не слышала. Только говорили мне, друг мой говорил, что интересно. Я еду не 1-й раз, я еду 3-й раз. Я хотела поехать, потому что дома скучно, хотела повеселиться, завести новых друзей. И жду от этого лагеря, что я получу много удовольствий, впечатлений и много-много друзей. Еду в 1-й раз в этот лагерь, потому что никогда не была. А почему решила туда поехать? Потому что я никогда не была там, и мне интересно, что там, как там, что там делают, какой график, какие
зарядки, что будет, как весело будет или какой я приеду довольной после лагеря. Я поеду сейчас первый раз. Я чуть-чуть волнуюсь. Мне кажется, что там мне понравится. Я из Таракли еду первый раз. Хочу поехать, потому что все говорят, что там очень хорошо. Я еду уже где-то второй или третий раз. Мне там очень нравится, потому что там вкусно кормят и там весело. Там очень много, можно сказать, конкурсов. Весело там очень. Я уже второй раз еду в лагерь. Мне в прошлый раз тоже понравилось. В этом году тоже хочу поехать. Там концерты иногда, отдыхать можно. Такими же счастливыми, правда, немного взволнованными выглядели родители, провожающие своих чад. Ведь для многих это первая долгая разлука с ребенком. Хоть и будут они там под присмотром взрослых, родители все равно переживают и не отходят от своих детей. Провожаем внука. Первый раз отправляем его в лагерь, переживаем за него. Он вроде у нас не очень самостоятельный, но надеемся, что там он справится с этим, вовремя все сделает. Нет бабушки, нет мамы, чтобы подсказали, что и как. И надеемся, что он отдохнет, приобретет новых друзей, увидит много интересного, с разными детьми пообщается. Чтобы ребенок мог отдохнуть на все лето, чтобы она как можно больше познакомилась с своими сверстниками, чтобы у нее было больше друзей, чтобы она могла отдохнуть, почувствовать, что она именно ребенок. Волнуюсь, конечно, очень скучаю, хотя что она еще здесь, но я очень уже скучаю. Постараемся приезжать и уже скучаю. Новые друзья, знакомства, игры, развлечения ребятам обеспечат работники лагеря, которые подготовят для них программу. Большинство из них педагоги со стажем, которые смогут найти общий язык с детьми и помочь в трудных ситуациях. Всего в этом году в лагере «Чайка» отдохнут 500 детей. У нас есть закупленные путевки с муниципия Кишинев, 167 путевок, поэтому у нас будут дети, скажем, с республики, не только нашего района дети. Поэтому мы постарались сделать программу более насыщенной, интересной, с различными мероприятиями и спортивными, и развлекательными программами. Обычные, конечно же, будут мероприятия: день заезда, день отъезда, открытие сезона лагеря, закрытие. Конечно же, будет костер. То есть все те мероприятия традиционные, которые проводились в лагере, они будут, но и будет еще много нового интересного. Отряды сформированы, дети рассаживаются в 2 автобуса. В сопровождении машин инспектората полиции они отправляются в путь. Впереди 10 дней отдыха в одном из живописнейших мест района. Это были все новости на сегодня. В студии работала Елена Челак. Больше наших новостей вы можете посмотреть на нашем новостном сайте atv.md. До встречи в эфире.